Репортаж с этого праздника мы специально оставили для завершения программы, чтобы поставить красивую финальную точку. Это было точно событие даже не недели, а нескольких лет. Национальная опера в исторических декорациях. Ожившая легенда Карапулат зазвучала в древнем Болгаре. Зрелище потрясающее. Для республики это событие уникальное. В формате Open Air спектакли такого масштаба не ставились. Легенда о 12 девушках, не пожелавших сдаться в плен хану-завоевателю Тамерлану, развернулась на территории музея-заповедника на фоне исторического памятника золотоордынского времени Черной палаты. Возобновление спектакля, которому исполнилось 7 лет, приурочили к 1100-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Но опера, вырвавшись из стен театра под открытое небо, зазвучала по-новому, по-настоящему. Идея перенести постановку под открытое небо принадлежит государственному советнику Республики Татарстан Ментимеру Шаймиеву. Он хотел, чтобы настоящая Черная палата, уникальный памятник золотоордынского зодчества XIV века, стала декорацией для оперы «Легенды». Об этом мечтал, по его же признанию, и автор, композитор Эльмир Низамов. Для воплощения задуманного потребовалось несколько дней подготовки. Для художественного и технического воплощения было задействовано 80 специалистов. Свет, звук – все по самым последним технологиям. Проект поддержал Фонд Возрождения и лично первый президент Татарстана, государственный советник республики Ментимер Шаймиев. Во время подготовки он приезжал на площадку несколько раз. Наша съемочная группа также отправилась в путешествие во времени. Dünya yana, ömür yana, köşe isme yanmıyor. Это событие должно было произойти 7 лет назад. Опера «Карапулат» задумывалась под открытым небом не в декорациях и не в стенах театра, а на том самом месте, где по легенде и произошли события, которые теперь звучат в музыке. Луна, которую точно такой же видели и 700 лет назад люди, образы которых на сцене, и сама стала то ли прожектором, то ли участником действа. Это все выглядит так, как я представлял. Это удивительное ощущение, как будто ты оказался в своих грезах, в своих мечтах, и как будто они вот перед тобой и явились. Счастлив, что твое детище так вот обретает жизнь. В импровизированном зале на тюках сена, на предполагаемое число зрителей кресел в небольшом городке не найти, композитор признается, финальная сцена стала первой в написании. Для меня это спектакль о любви. Потому что любовь – это самое созидательное и самое сильное чувство на этом свете. Мне кажется, вся сила находится вот в этом чувстве. И этот спектакль – это такой гимн любви, любви к родной земле, к своей родине, к любимому человеку. То есть можно сказать, что эта история очень современная? Конечно, конечно. Мне кажется, это такие вечные ценности, о которых человек всегда думал и будет думать. И финальный хор, который звучит там, главная мысль, спектакль заканчивается тем, что все в этом мире бренно, все в этом мире сгорает, так же, как сгорают живые люди в палате. Но вечно только одно, вечна память о героях. И поэтому, мне кажется, вот помнить о своей истории и о своих героях, это очень сильная вещь, о которой мы должны думать. Тени прошлого здесь проявляются и обретают четкие черты. В этом году археологи обнаружили оборонительный вал древнего города, примерно того времени, о котором и говорят на сцене. Уже с 2010 года по 2018 год при поддержке Фонда Возрождения у нас происходили масштабные археологические раскопки. Было много изучено, написано много статей, книг, была спутниковая съемка. Легенда о Черной палате, о дочке хана. Правда или нет? Могло такое быть в истории? Мое мнение, почему бы и нет, могло. В жизни разные чудеса случаются. Скорее всего, да. Мы этим легендам верим. Легенды и просторы, образы славных ханов, сынов и дочерей священной земли в работах художников со всей страны. Всероссийский пленэр, посвященный 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Ментимер Шаймиев, как главный идейный вдохновитель и двигатель проекта Фонда Возрождения, также оценил работы.
Древний Болгар, благодаря бережному собирательству и огромной работе многих и многих, кто искренне и навсегда влюблен в эту землю, с каждым годом притягивает все больше людей. В этом сезоне его посетили более 400 тысяч человек. Но многие тайны город так и не открывает, как и единственное, наиболее сохранившееся сооружение XIV века – Карапулат. Самый достоверный исторический факт о Черной палате состоит в том, что предназначение ее как сооружения неизвестно. Версий несколько. Суд, медресе или место сбора странствующих дервишей. В XIX веке здесь была коптильня, откуда и название «Черная». Но совершенно точно, после того, как родилась опера «Карапулат», ее имя зазвучало совершенно по-новому. Изменился не только функционал как исторического объекта, исторического памятника, но и здесь появилась совершенно новая жизнь. За кулисами оперы, вернее, за одной из стен, подруги главной героини, такие же, как и века назад. Какие мы красивые, боже мой, какие красивые. Это Диана, а я Анисат. А меня Крис. Ой! Впрочем, при решении задач постановки было не до смеха. Опера до этого шла в театре, формат open air, первый опыт. Спектакль шел в Тинчуринском театре. В театре имеется круг на сцене. И декорации так сделаны, что в несколько этажей. То есть можно забираться наверх, на палату. Здесь такой возможности нет. Это объект под охраной ЮНЕСКО. У нас нет возможности что-то переколачивать, заколачивать и как-то трогать здание само. И поэтому мы построили сцену вокруг. Одной из главных действующих лиц сама Черная палата. Разместить 3D-проекцию на здании, где есть и куб, и восьмигранник, и полусфера – отдельное техническое решение. Мы выбрали угол. Давно хотелось тоже с этим поработать, как есть там на Таймс-сквер или там в Китае несколько таких, стен углом сделанных, да, есть эффект ощущение трехмерности. У нас здесь тоже несколько сцен, если так сделано. Карапулат ожила, задвигалась чешуей копий, расцвела и задышала полетами птиц. Она то исчезала в ночном небе, то горела огнем. Ожившая легенда о 12 девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана, но не выдали дочь хана. Она не пожелала покинуть родную землю и вместе с подругами зашла в полыхающую Черную палату. Она могла сказать: забирайте меня, я буду жить в богатстве, в комфорте, но она решает, что она хочет остаться здесь. И когда вот мы особенно поем произведение «Туранель», это особенно пробирает все эмоции, все чувства. «Туранельден айрылма, бақытлы булам десең». Имя человека, оно остается в истории навсегда. И вот это самое главное. То есть, несмотря на различные испытания, на различные какие-то судьбоносные события, но честь, достоинство, любовь – это те вещи, которые воспетаны всегда искусством и в нашей опере. Только за один вечер опера собрала 1500 человек. Приезжали со многих сотен километров. Директор Большого театра Владимир Орин был замечен среди публики. Чтобы создать такую оперу, такую работу, действительно нужно из глубины души, чтобы это было душевно. А то, что присутствует татарскому народу, умо и духовность, это важные составляющие. Ожидание чуда. Потому что находиться вот здесь, в историческом месте, вот это историческое здание XIV века, вот подумаешь об этом, аж в душе что-то такое случается. Вдохновителем оперы на открытой сцене нового звучания легенды, которая обгоняет предание о Казанской Сюйбеке на 2 столетия, стал Ментимир Шаймиев. Постановка стала возможной при его личном участии и поддержке Фонда Возрождения. Но это лишь часть большого события в жизни и Татарстана, и страны. 1100-летие принятия ислама, праздник федеральный. Мне кажется, даже мы до конца сами еще не осознаем, что мы тут натворили за эти годы. И доказали свою состоятельность. За такой короткий период времени взяться за вековую мечту, так будем говорить, и ни одного века
людей, как увековечит Булгара. Людей, которые его обосновали, жили, творили, пахали, сеяли и проходили через все тяготы. За что бы мы ни взялись, татарстанцы, мы можем. Булгар, он признан, всемирно признан. Значит, 1100 лет тому назад здесь был добровольно на российской земле принят ислам. Нам удалось доказать всему миру через ЮНЕСКО. Вот мы, по сути дела, первый год празднуем 1100-летие добровольного принятия ислама на булгарской земле. Это на все времена. Опера «Кара Пулат» возобновлена на постоянной основе, и она может претендовать на звание классики, визитной карточки республики. Так старинная легенда получила новое звучание своего имени. Камни Кара Пулат Черной палаты в прямом смысле ожили словами трагичные, но все же жизнеутверждающие истины. Все сгорает во времени, но память вечна. А значит, на земле древнего Булгара будет жить еще не один проект. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, «7 дней».